больше российских туристов интересуются достопримечательностями родной страны. И красоты Кавказа в этом списке занимают особое место, так как колоритность мест, которые можно посетить, и народов, которые их населяют, просто уникальна. Авторские туры по России организовывают многие деятели культуры, искусства, а также блогеры, которые на просторах интернета знакомят потенциальных туристов с красотами нашей необъятной страны. Ингушетия в рамках социального проекта «Выше гор» вошла в список регионов СКФО, через достопримечательности которой проходит турпоездка команды блогеров из Дагестана. Муайза Абдулаева, не раздумывая, приняла предложение от организатора проекта, хотя на сборы и подготовку оставалось совсем мало времени. Очень хотела поехать в рамках ее проекта. Мы раньше с ней посещали очень часто горные районы Дагестана. Это наше любимое занятие, любимый наш досуг. И поэтому я была очень рада этому предложению и с удовольствием согласилась поехать именно в Ингушетию, потому что это единственная республика, где я не была. И я не понимаю, почему я раньше не приезжала. Есть места, которые я нигде бы не увидела, и увидела здесь, и поразилась их красотой. Большое впечатление на блогеров произвела горная Ингушетия. Несмотря на то, что в их родном Дагестане не менее впечатляющие красоты природы. Оказавшись на равнинной части республики, члены группы турпроекта открыли для себя много нового о нашей истории, посетив мемориал памяти и славы. Для Полины Дибировой это уже 4-й проект за 7 лет. В одной из таких турпоездок она встретила своего будущего мужа, и теперь они путешествуют вместе всей семьей. Мы приехали всего лишь на 2 дня, и у нас была такая насыщенная программа поездки. Мы должны были посмотреть водопады, горы, башни в горах, подняться на канатной дороге, посмотреть все достопримечательности и замечательную природу Ингушетии. 11 человек в группе, и мальчики, девочки, все увлеченные блогеры, все очень много путешествовали по Кавказу, имеют уже большой опыт поездок, как в палаточном каком-то составе, так и отдых в гостинице. Путь туристов-блогеров продолжается в Магасе. В программе посещение 100-метровой башни Согласия и экскурсии по этнографическому музею. Здесь путешественники испытывают то чувство, когда время замедляет свой ход, чтобы дать возможность в полной мере насладиться и погрузиться в атмосферу быта ингушей, давно канувшую в прошлое. Идея этого фото-блог-тура зародилась из другого проекта, ранее удачно защищенного на Машуке, но с новыми креативными решениями. Автор Патимат Абдусалаева. Девушка уверена, что регион привлекательным для туристов делают не только красота природы и уровень инфраструктуры, но и сами люди. Я 4-й раз в Ингушетии как участник и как организатор блог-туров. Больше нигде 4 раза не была, поэтому Ингушетия мне очень нравится. Мне нравятся здесь люди. Они намного гостеприимнее, чем, не хочу говорить в каких республиках, но они очень душевные. Приятно приезжать туда, где вас ждут. И в этом смысле Ингушетия, она на первом месте. Всегда ждут туристов, всегда ждут, помогут не только министерство, даже обычные люди. Подобные проекты необходимы для развития внутреннего туризма страны. Ингушетия, по сути, совсем недавно начавшая осваивать сферу туризма, имеет все для ее успешного развития, в чем мы еще раз убедились благодаря фото-блог-туру «Выше гор». Харун Аздоев, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.